Добрый вечер, уважаемые телезрители! На телеканалах НВК «Саха», «Мамонт» и «Току» мы начинаем прямую трансляцию торжественной церемонии открытия спартакиады учащихся Республики Саха-Якутия «Спортивные якутяне». Ütüki henen kündük röçler bit. Saha televizyetigar, Maman, Wana Toku kanallargar. Respublika öğrenicilerin Spartakiadатын үйрүләк ахыллытын ағаз эфирге сағалыбыт. В ближайшие 1,5 часа с вами будем мы, Ларина Сукуева и Михаил Сергеев. Спартакиада учащихся проводится по инициативе главы Якутии Айсена Николаева с целью сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения, вовлечения детей в систематические занятия физической культурой и спортом. Совсем скоро на стадионе Туймада имени Николая Тарского мы встретим юных спортсменов. Это 31 команда. Судьи, талисман игр, рысь. Ну и, конечно же, юные спортсмены вместе с героями России пронесут огонь спартакиады. В финальной части спартакиады по всем 5 видам спорта будет разыгрываться 90 комплектов медалей в личном зачете и 15 кубков в командном зачете. В мероприятии примут участие 1029 спортсменов, 283 представителя команд, а также 102 судьи, которые обеспечат честное и справедливое проведение соревнований. Неотъемлемую роль в организации спартакиады сыграют и 35 волонтеров, которые будут помогать в логистике и поддержке участников, создавая тем самым атмосферу единства и дружбы. Внимание! Говорит и показывает город Якутск, столица Республики Саха-Якутия, стадион имени Николая Николаевича Тарского, Туймада. Начинается торжественная церемония открытия спартакиады учащихся Республики Саха-Якутия «Спортивные якутяне». Болгоюң, көрдерер, ихитиннерер, Жокускай Куарат, Николай Николаевич Тарскай атынан Туймада стадион. Саха Республикатын үйренәтчілерін спартакиадатын, ағыллытын сағалыбыт. Бары көрәтчілері, ғытықманы ғылжыттары, Саха Республикатын үйренәтчілерін спартакиадатын, үргөйді ағыллытығар, уруйду бот, айқалыбыт. Внимание! Начинается парад участников спартакиады, учащихся Республики Саха-Якутия. Спортивные якутяне. Традиционно большое количество участников ожидается по таким видам спорта, как легкая атлетика, заявлено 319 участников, вольная борьба, 244 спортсмена и масс-рестлинг. А на стадионе мы уже встречаем юных участников, спортсменов, прибывших из разных районов нашей республики. Аплодисменты на стадионе Туймада, судейскую коллегию и спортсменов спартакиады учащихся Республики Саха-Якутия, спортивные якутяне. Парад возглавляет главный судья спартакиады Балаганский Юрий На стадионе мы встречаем Сергеевич. судей. Колонну возглавляет главный судья игр Юрий Балаганский. Юрий Сергеевич является мастером спорта России по вольной борьбе, отличник физической культуры и спорта Республики Саха-Якутия. Ну а парад спортсменов, впереди идет Абыйский район. Команда представлена 2 спортсменами, которые примут участие в соревнованиях по вольной борьбе и масс-рестлингу. Команду Абыйского района возглавляет директор детской спортивной школы Абыйского улуса Александр Новиков. Станут для каждого испытанием характера, праздником дружбы и источником вдохновения. Пусть этот праздник спорта запомнится На стадион яркими вступает победами команда и Алданского района. настоящим духом 34 спортсмена единства. и 5 тренеров Вперед! представляют Алданский район. Рекордом! Команду возглавляет заместитель директора детской юношеской спортивной школы города Алдан Алексей Шахов. Основной состав ребят примет участие в соревнованиях по легкой атлетике, а также по боксу, вольной борьбе и масс-рестлингу.
Следом за алданцами вступает на стадион Амгинский район, который представит 64 спортсмена. Команду возглавляет заместитель главы района Нербуяна Илларионова. Спортсмены заявлены по всем 5 видам спорта в финальной части. И хотим напомнить, что в 2023 году команда Амги в своей группе заняла почетное 3-е место. Анабарский улус представляют 19 спортсменов. Ребята примут участие в соревнованиях по вольной борьбе, легкой атлетике и масс-рестлингу. Команду возглавляет тренер, преподаватель ЮСШ Анабарского улуса Константин Ширяев. Бурными аплодисментами Верхневилюйский улус представляет 59 спортсменов. Команда примет участие по всем 5 видам спорта в финальной части спартакиады. Делегацию возглавляет начальник управления образования улуса Юрий Кынатов. Стоит отметить, что в прошлом году сборная Верхневилюйска по итогам соревнований заняла 2-е место. А в этом году в турнирной таблице команда Верхневилюйского улуса в своей группе пока что на 3-й позиции. Следом Вилюйский улус под руководством главы улуса Сергея Винокурова. Улус на спартакиаде представляет 61 спортсмен. Ребята примут участие по всем 5 видам спорта в финальной части спартакиады. Команду возглавляет Ширяев Константин Афанасьевич. Тренер-преподаватель. Тем временем на стадион вступает команда Горного улуса. Команду возглавляет директор детско-юношеской спортивной школы Егор Захаров. Улус представлен по всем 5 видам спорта, и честь улуса будут защищать 52 спортсмена. Встречаем команду Жиганского национального Эвенкийского района. Команду возглавляет директор Жиганского детско-юношеской спортивной школы имени Гаврила Дмитриева Александр Алексеев. Спортсмены Жиганского района примут участие в соревнованиях по вольной борьбе, легкой атлетике и масс-рестлингу. Стадион Туймада приветствует команду Кабяйского улуса под руководством заместителя главы улуса Анны Поповой. Улус на спартакиаде представляет 31 спортсмен. Ребята примут участие в соревнованиях по боксу, вольной борьбе, легкой атлетике и масс-рестлингу. В прошлом году сборная Кабяйского улуса стала чемпионом спартакиады. А в этом году в турнирной таблице Кабяйский улус в своей группе занимает лидирующее место. На стадион вступает команда Ленского района. Ленский район в этом году заявлен всего одним спортсменом-боксером. А команду возглавляет тренер комитета по физической культуре и спорту Михаил Рабданов. Захаров Егор Дмитриевич. Стадион приветствует самую большую по численности команду этого года — сборная Мегина Кангаласского улуса. Всего их 80 спортсменов. Команда с таким вот рекордным количеством представлена по всем 5 видам спорта в финальной части. И команду возглавляет заместитель главы улуса Татьяна Егорова. В прошлом году сборная Мегина Кангаласского улуса заняла 3-е место, а в этом году в турнирной таблице Мегина Кангаласский улус в своей группе занимает пока 2-ю позицию. Заместитель главы по социальным вопросам муниципального района Кабяйский улус. Ребята район. Кангаласского района настроены очень серьезно. И мы следом встречаем команду Момского района, которая представлена 14 спортсменами. Делегацию возглавляет тренер-преподаватель ЮСШ имени Александра Карпова Николай Слепцов. Спортсмены примут участие в соревнованиях по вольной борьбе и легкой атлетике. Ну а спортсмены в зеленой форме — это Мирнинский район. 53 спортсмена будут участвовать по 4 видам спорта, по всем, кроме масс-рестлинга. И команду возглавляет заместитель главы района Сергей Корнилов.
Приветствуем команду Намского Улуса под руководством заместителя главы Улуса Егора Протопопова. Намский Улус в финальной части спартакиады представит 50 спортсменов. В прошлом году команда Намского Улуса заняла второе место. В этом году в предварительной турнирной таблице команда занимает пока третью позицию. Команда Нерюнгринского района на спартакиаде этого года представлена 29 спортсменами, и делегацию возглавляет глава района Роман Щегольняк. Ребята Нерюнгринского района примут участие в соревнованиях по боксу, вольной борьбе и легкой атлетике. Карпова Александра Васильевича. Нижнеколымский район представлен одним спортсменом, который выступит на соревнованиях по вольной борьбе. Команду возглавляет представитель муниципального района Дмитрий Осекритов. Заместитель главы по социальным вопросам муниципального района Намский Улус. Нюрбинский район — это 30 спортсменов, и команду возглавляет постоянный представитель района в городе Якутске Вероника Кириллова. Спортсмены Нюрбы попробуют свои силы в соревнованиях по боксу, вольной борьбе и легкой атлетике. Альмеконский район представит 7 спортсменов, которые участвуют в соревнованиях по легкой атлетике и вольной борьбе. Делегацию возглавляет начальник отдела спорта Улуса Андрей Стефанчук. Стоит отметить, что в прошлом году команда Альмеконского Улуса заняла второе место в своей группе. Команда Алекминского района — это 22 спортсмена, которые выступят по 4 видам спорта. Делегацию возглавляет директор Алекминской детско-юношеской спортивной школы Павел Карбин. Начальник отдела спорта администрации. Стадион приветствует команду Оленёкского Эвенкийского национального района под руководством заместителя директора Оленёкской ДЮСШ Лилии Федоровой. 13 спортсменов будут защищать честь Улуса по видам бокс, вольная борьба, легкая атлетика и масс-рестлинг. В прошлом году команда Оленёкского района стала чемпионом спартакиады. В турнирной таблице этого года тоже занимают лидирующее место. Следом за ними приветствуем команду Сунтарского Улуса. Делегацию возглавляет глава Улуса Анатолий Григорьев. 53 спортсмена выступят по 4 видам спорта. И хотим напомнить, что в 2023 году команде удалось подняться на пьедестал, заняв 3-е место. Посмотрим, что покажет этот год. Встречаем команду Татинского Улуса, родина 22-й спартакиады по национальным видам спорта Игорь Манчары. Делегацию возглавляет глава Улуса Аял Бурцев. 53 спортсмена выступят по всем 5 видам спорта в финальной части спартакиады школьников. В прошлом году команда в своей группе заняла 3-е почетное место. Команду Тампонского района возглавляет начальник отдела воспитания и дополнительного образования районного управления образования Елена Винокурова. Это 21 спортсмен, и они примут участие по таким видам спорта, как вольная борьба, легкая атлетика и, конечно же, масс-рейсинг. Встречаем команду Усть-Алданского Улуса. Делегацию возглавляет начальник управления образования Степан Литвинцев. На спартакиаде честь родного Улуса будут защищать 55 спортсменов, которые выступят по всем 5 видам спорта финальной части. Сборная Усть-Алданского Улуса в 2023 году была чемпионом спартакиады. Команда Усть-Майского района под руководством тренера, преподавателя районной спортивной школы Илоны Ващенко. Это 8 спортсменов, которые представляют Усть-Майский район, выступят на соревнованиях по легкой атлетике. В 2023 году район по итогам спартакиады занял 2-е место. В турнирной таблице этого года усть-майцы занимают пока 3-ю позицию. Устьянский район на спартакиаде представляют 4 спортсмена. Делегацию возглавляет директор Устьянской ДЮСШ Дмитрий Солдатов. Ребята выступят на соревнованиях по боксу и вольной борьбе. Встречаем соседей, команду Ахангаласского Улуса. Делегацию возглавляет заместитель главы Улуса Юрий Никифоров.
47 спортсменов участвуют в финальной части спартакиады по 4 видам спорта. Стадион приветствует одну из многочисленных команд, сборную Чурапчинского улуса. Делегацию возглавляет глава улуса Степан Саргадаев. 70 спортсменов представляют улус по всем 5 видам спорта финальной части. В прошлом году команда Чурапчинского улуса стала чемпионом спартакиады. В предварительной турнирной таблице этого года чурапча тоже занимает лидирующее место. Эвено-Бытантайский национальный район в этом году представляет 12 спортсменов по 5 по видам спорта: вольная борьба, легкая атлетика и масс-рестлинг. И команду возглавляет тренер детско-юношеской спортивной школы Борис Кириллин. Городской округ Жатай представит один спортсмен по боксу. Делегацию возглавляет начальник управления образования Евгений Турнаев. Ну и замыкает парад спортсменов одна из многочисленных команд спартакиады — это сборная Якутска. Делегацию возглавляет глава города Евгений Григорьев. 77 спортсменов в этом году защищают честь столицы республики. Ребята выступят по всем 5 видам спорта. И команда Якутска из года в год оставляет за собой звание чемпиона спартакиады учащихся. Спартакиада впервые была проведена в 1994 году как отборочный этап первым всероссийским играм учащихся, приуроченным к 50-летию победы в Великой Отечественной войне, и служила подготовительным этапом к спортивным играм Дети Азии. Тогда соревнования назывались «Старты надежд». В финале принимали участие более 700 юных спортсменов. В числе победителей в том году были Ленский район, Чурапчинский улус и город Якутск. Среди северных районов победу одержали Устьянский, Жиганский и Абыйский улусы. В муниципальном этапе приняло участие более 32 тысяч учащихся. На финальном этапе собрались 1029 участников, 86 представителей и 197 тренеров. Известно, что история спартакиады учащихся Якутии берет свой отчет с 1994 года под названием «Старты надежд». А с 2000 по 2017 годы спартакиада проводилась как По традиции Олимпийские спортсмены разделены на надежды 4 группы. Давайте мы их напомним. Первая группа, самая многочисленная, всего 11 команд. В нее вошли Алданский, Вилюйский, Ленский, Мегино-Кангаласский улусы, Мирнинский, Намский, Нюрбинский, Нерюнгринский, Сунтарский, Хангаласский и город Якутск. Во второй группе числятся Амгинский, Верхневилюйский, Горный, городской округ Жатай, Алекминский район, Татинский, Усть-Алданский и Чурапчинский улусы. Третья группа — это 8 команд: Булунский улус, Верхоянский, Кобяйский, Аймиконский, Среднеколымский, Тампонский, Усьмайский и Устьянский. В четвертой группе Абыйский, Алайховский, Анабарский, Верхнеколымский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оленевский и Эвено-Бытантайский улусы. Ну а самой многочисленной командой у нас является Мегино-Кангаласский улус. 80 спортсменов. Спортсменов 80, включая тренеров и представителей. Их сборная составляет 100 человек. Вторая команда по численности — это Чурапчинский улус, спортсменов 70, улус сегодня пришли представлять 94 человека. Ну и на третьем месте по численности это команда городского округа город Якутск, где принимают участие 77 спортсменов. Мы хотим напомнить, что всего в перечень спартакиады вошло 29 видов спорта. И соревнования по 24 видам прошли на муниципальных уровнях, а также в зачет вошли все турниры и чемпионаты. А самые зрелищные соревнования — это бокс, волейбол, масс-рестлинг, легкая атлетика и вольная борьба — вошли в финальную часть спартакиады. Напомним, что спартакиада в городе Якутске, финальная ее часть, проходит в эти дни с 4 по 8 июня. 8 июня уже будут оглашены итоги спартакиады. Будет награждение и озвучены имена чемпионов. Проводились в муниципальных образованиях и в городских округах
республики. Олорор сеттеринен, төрөбүт төрүт төлбедеригер, улустарын тахымыгар, ухун кем устата жаныардах, жолурдах, сүймертир түхмәхтәре ахан, күн бүгін тоймада кем қочотугар, кыйылақтар, кыhtақтар мустан, ким бастыңын бұхар сарға, бәлемнер. Символом и талисманом спартакиады является рысь. Символ быстроты, мужества, смелости, выносливости и Участники упорства. спартакиады приветствуют Күрәш талисман мәгәбелиете, рысь.
Рысь, как известно, это символ быстроты, мужества, смелости, выносливости и упорства. Она умеет быстро бегать, всегда стремится побеждать. Рысь — яркий пример стремления народа Саха к жизни, свету, свободе и несгибаемому мужеству. На стадионе Туймада талисман Спартакиады. Приветствует всех финалистов спартакиады школьников, спортивные египтяне. В красивой синей форме, а на груди оберег. Оберег, да, на груди изображение оберега ребенка, люлювен катыта, шиповника. По эскизу на правой руке рысь держит факел спартакиады школьников, символизирующий чистоту, попытку совершенствования, борьбу за победу, а также мир и дружбу. Это наш боевой дух, закаленный северными просторами. Она несет в себе мудрость предков и огонь молодости, напоминая, настоящий спортсмен не знает преград. Пусть же энергия этого благородного животного вдохновит каждого из вас на яркие победы и новые рекорды. Вперед, как наша рысь, стремительно, смело к самой вершине. Слово имеет глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Тылбарар Саха Республикатын Илдар Хатыгар Айсен Сергеевич Николаевка. Открываем спартакиаду учащихся республики Саха-Якутия, спортивные египты. Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто принимал участие в этой спартакиаде. Практически каждый второй школьник нашей республики, свыше 76 тысяч школьников приняло участие в различных соревнованиях по разным видам спорта в рамках спартакиады. И сегодня, пройдя школьные, районные уровни, здесь собрались лучшие из лучших. В эти месяцы проходили финальные соревнования по многим видам. Всего 29 видов спорта в программе спартакиады. А в эти дни будут проходить соревнования по 5 самым любимым, самым распространенным, самым зрелищным видам спорта. По легкой атлетике, по масс-рестлингу, по волейболу, по вольной борьбе и боксу. Конечно же, мы видим, как каждым годом становится больше людей и детей, и взрослых, которые занимаются в нашей республике спортом. Мы будем и дальше строить залы спортивные, бассейны, катки, красивые современные дворцы спорта, для того, чтобы люди могли вести здоровый образ жизни, а наши дети вырастали здоровыми, крепкими. Очень символично, что в этом году спартакиада проходит в год великого юбилея 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Спорт и патриотизм, они всегда неразрывно связаны.
Мы болеем всегда за своих спортсменов, переживаем за них. И из этого вырастает в конечном итоге и то, что называется патриотизмом. Я искренне желаю красивых, зрелищных соревнований, нашим ребятам честной спортивной борьбы, и чтобы победил в итоге самый лучший, самый сильнейший. Но я считаю, что все те, кто принимает участие сегодня уже в финальной стадии, это настоящие чемпионы. Давайте поздравим их еще раз. И разрешите объявить спартакиаду учащихся Республики Саха-Якутия открытой. Государственные гимны Российской Федерации Республики Саха-Якутия исполнил образцовый коллектив «Көмүс-Доргон» Хатасского наследия городского округа город Якутск, руководитель Татьяна Окорокова. Спорт – это ежедневный труд, тысячи часов тренировок и испытаний. Но сегодня момент славы. Ваши усилия, ваша воля привели вас к этой победе. Насладитесь этим триумфом. Он заслужен. Спортка ситихи ситимен, тутары салгывакка жарыктаммыттар, сылайбакка сыраласпыттар, үрігөй түгенен күлімді тиектері, аттарын аттатықтара. Внимание! Стадион! Болғойым! Саха Республикатын, үйеренәтчілерін күріқтәхетін, бұлағын көтіғі серін туымын сағалыбыт.
для торжественного поднятия флага спартакиады учащихся Республики Саха-Якутия спортивные якутяне приглашаются: Данилов Владислав, легкая атлетика, ученик 9 Б-класса Вилюйской гимназии имени Кондакова, Вилюйского улуса. Серебряный призер международных спортивных игр «Дети Азии», победитель всероссийских соревнований, чемпион и призер межрегиональных соревнований «Приморская весна». Михайлова Люба, Северное Многоборье, ученица 9 А класса Верхневилюйской средней общеобразовательной школы Верхневилюйского вуза, двукратный бронзовый призер первенства России, победитель всероссийских соревнований. Григорьев Антон, вольная борьба, ученик 10 класса Сунтарской средней общеобразовательной школы номер 3 Сунтарского улуса, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, бронзовый призер международного турнира в Белоруссии. Прозорова Анна, легкая атлетика, ученица 8 класса гимназии города Алдан, Алданского района, призер всероссийских и межрегиональных соревнований в городе Хабаровск. Смирников Эрхан, вольная борьба, ученик 10 класса Чурапчинской спортивной средней школы-интернат Олимпийского резерва имени Дмитрия Петровича Коркина, кандидат в мастера спорта России по спортивной борьбе, чемпион Дальневосточного, Сибирского и Забайкальского федеральных округов, бронзовый призер международного турнира, бронзовый призер всероссийского турнира по вольной борьбе. Саха Республикатын yörenetçilerin kürektehitin pılağın kötüğü sağalanar. Над стадионом реют знамена, воздух звенит, Флаг как струна. спартакиады учащихся Республики Саха-Якутия, спортивные якутяне, поднят и гордо веет над стадионом. Побеждает сильнейший, только в честной борьбе. Можно ставить рекорд только в честной борьбе. Честь посмей не уронит, только в честной борьбе. Только в честной борьбе. Kürektehi pılağa il eye doğurduğu spor sütü beliyete bollun. Да будет этот флаг символом истинной дружбы и И давайте безграничных напомним, что возможностей впервые спорта. спартакиада учащихся Под этим Саха-Якутия была знаменем мы проведена говорим: в 1994 году как отборочный этап первым всероссийским играм учащихся. И приурочена она была к 50-летию победы в Великой Отечественной войне. А в этом году спартакиада проходит в год защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Очень символично. Спартакиада учащихся продолжает вдохновлять новое поколение якутян, которые стремятся не только к победам на спортивных аренах, но и к защите своей родины. Ведь спорт тесно связан с воспитанием патриотов, людей, обладающих необычайной силой воли, мужеством и стойкостью. Спартакиада, некогда стартовавшая в честь 50-летия Победы, сейчас посвящена 80-летию Великой Победы, что подчеркивает важность спорта как мощного инструмента патриотического воспитания.
В прошлом году, в 2024 году, в спартакиаде приняло участие 1632 юных спортсмена из 35 муниципальных образований Якутии по 9 видам спорта. Это бокс, волейбол, вольная борьба, гиревой спорт, масс-рестлинг, стрельба из лука, шахматы и шашки. Хотим напомнить, что в этом году в финал вошли 5 видов спорта. И в прошлом году в первой группе первое место заняла команда города Якутска. В числе лидеров во второй группе оказалась команда Чурапчинского района. Второе место было у Верхневилюйского района, а третье у Татинского. В третьей группе в тройку победителей вошли команда Кобяйского района, второе место за командой Аймеконского района и третье место команда Булунского района. В четвертой группе первое место одержали в прошлом году Оленёкский и Венкийский национальный район, второе место Жиганский и Венкийский национальный район и третье место Момский район. В перечень спартакиады вошло 29 видов спорта. Школьный этап в этом году проведен в 34 муниципальных образованиях с охватом 73 950 учащихся. Представьте эту цифру. По итогам финальных соревнований по указу главы Республики Саха-Якутия тренеры, подготовившие чемпионов спартакиады, получат единовременную премию. В финале ожидается участие 1029 юных спортсменов из 32 команд районов республики и городских округов Жадая и Якутска, в том числе 80 участников из 7 арктических районов. Стоит отметить, что соревнования сегодня уже начались. На базе Центра спортивной подготовки «Триумф» начались соревнования по боксу, а на базе Дворца спорта 50 лет Победы проходят турниры по волейболу. Спартакиады учащихся Республики Саха-Якутия «Спортивные якутяне» предоставляется Николаевой Анастасии, ученице 7 класса 26-й средней общеобразовательной школы «Город Мирный», бронзовый призер первенства Республики Саха-Якутия по лыжным гонкам, в зачет спартакиады учащихся Республики Саха-Якутия «Спортивные якутяне». От имени всех спортсменов я обещаю, что мы будем участвовать в спартакиаде учащихся Республики Саха-Якутия «Спортивные якутяне», уважая и соблюдая правила, по которым они проводятся, в истинно спортивном духе, во славу спорта и во имя чести своих команд. Слово для торжественной клятвы предоставляется главному судье спартакиады учащихся Республики Саха-Якутия «Спортивные якутяне» Балаганскому Юрию Сергеевичу. От имени всех судей и официальных лиц я обещаю, что мы будем исполнять свои обязанности во время спартакиады учащихся Республики Саха-Якутия «Спортивные якутяне» со всей беспристрастностью, уважая и соблюдая правила, по которым они проводятся в истинно спортивном духе. Дорогие участники и гости, пришел момент, который станет символом начала наших соревнований. Церемония сожжения огня спартакиады учащихся Республики Саха-Якутия «Спортивные якутяне». Олгойун Көренәтчілер спартакиадаларын отун сағыны сағалы бід. Внимание! Огонь спартакиады учащихся Республики Саха-Якутия «Спортивные якутяне» на стадионе Тоймада. Огонь в носе. Федорова Вероника, ученица 10 класса 2-й Мальжагарской средней общеобразовательной школы имени Васильевой Хангаласского улуса,
двукратный чемпион первенства России по масс-рестлингу. Огонь — это дух борьбы, страсть к победе и единство всех спортсменов. Пусть его пламя вдохновит вас на яркие выступления, честную борьбу и незабываемые эмоции. Огонь передается Монгалову Илье, ученику 9 класса средней общеобразовательной школы номер 22 поселка Беркакит Нерюнгринского района, кандидат в мастера спорта России по боксу, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, победитель межрегиональных соревнований класса «Б» памяти заслуженного тренера России Николая Размахнина и мастер спорта России международного класса Сергея Исмаилова, серебряный призер всероссийских соревнований по боксу Кубок мэра города Хабаровск, участник первенства России по боксу 2025 года, чемпион турнира сильнейших боксеров. Огонь принимает герой Российской Федерации Филипп Александрович Евсеев. Огонь передается Федоровой Ирине, ученице 11 класса средней общеобразовательной школы номер 17 города Якутска, победителю заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Физическая культура», победитель и призер всероссийских и региональных соревнований по спортивной гимнастике, победитель Кубка Дальневосточного федерального округа по многоборью ГТО. Огонь принимает герой Российской Федерации Николай Владимирович Евдокимов. Огонь передается Кикиянову Ярославу, масс-рестлинг, ученик 8 класса Бердигостягской средней общеобразовательной школы имени Семена Петровича Данилова, Горного Улуса, победитель первенства России по масс-рестлингу 2025 года в городе Нальчик, чемпион 12-х спортивных юношеских игр боевых искусств, победитель первенства Республики Саха-Якутия по масс-рестлингу. Күрәхтет вотын илчәнихәр хазбитти герой бот бүгінгі көн күрәспет кыттачыларын сүрәхтәрігәр. Тулуру, чулуру, еннекіге әрәлі сақтыр. Огонь спартакиады сожжен! Пусть этот священный огонь вдохновит каждого из вас на борьбу, достойную настоящих Что ж, сыновей огонь и дочерей спартакиады Северной зажжен, ну а мы, земли. в свою очередь, хотим напомнить всем родителям, воспитателям, учителям, тренерам и просто любителям спорта, что соревнования спартакиады учащихся спортивные якутяне уже начались. И если вы хотите посмотреть, поболеть, то обязательно приходите. Так, например, бокс будет проходить в Центре спортивной подготовки «Триумф», вольная борьба в зале борьбы СФУ имени Амосова, волейбол пройдет в Стерхе, детской спортивной школе «Стерх».
Легкая атлетика соревнования пройдут на стадионе Туймада имени Николая Тарского. Масс-рестлинг пройдет в Республиканском центре национальных видов спорта имени Василия Манчары. Ну и вечером будет, естественно, семивечерное награждение на стадионе Туймада победителей по легкой атлетике, вольной борьбе и волейболу. Это что касается вот завтрашней программы. Послезавтра также у нас ожидается бокс в Центре спортивной подготовки «Триумф», вольная борьба в зале борьбы Северо-Восточного федерального университета, легкая атлетика на стадионе Туймада, масс-рестлинг в Республиканском центре национальных видов спорта имени Василия Манчары и будут награждения вот третьего дня, победителей третьего дня. Ну а завершит спартакиаду, это финальные бои по боксу, они состоятся в Центре спортивной подготовки «Триумф», а в тот же день, 8 июня, в 6 часов вечера, состоится торжественное закрытие спартакиады. Оно будет также здесь, на стадионе Туймада имени Николая Тарского. И если все виды спорта, вот, которые перечислили мы только что с Михаилом, будут проходить в зданиях, то легкая атлетика будет проходить на открытом воздухе. И я очень надеюсь, что погода не подведет. Гисметео обещает в эти дни прекрасную погоду, не жарко, не холодно, 20 градусов, и дождя вроде не будет. Вроде как дождя не будет, так что призываем наших телезрителей приходить на спортивные объекты и, естественно, поболеть за наших юных спортсменов. Как вот мы уже сказали, торжественное закрытие спартакиады пройдет 8 июня в виде награждения победителей и призеров в общекомандном зачете и вручении сертификатов лучшим тренерам, преподавателям, учителям физкультуры, подготовивших чемпионов спартакиады. ميخاتينا ساكنين دعاهلي مرابطة والكريت بيستلدي مطرونا هو كان كيجا كستبيتا مين لغم مستتا هنا نكتر ميكروفون لغم صوت التباب التواقد الموسيقى البتا وكنت انا لا تكلاتي بوبوت كريت بيت رابر بدينات لاري بردي مروبالاتي ماكلاتي بستاكي هرالاري مختانا بينا تخبطورة بركما ببوجانو اختبين صار بختي بيكين بيكين تختطويني بيكين سمنارا اللي كدينا سمنارا İrani taptalisteki gözlerini dökününe çakuşka Mintılarımda katır baranan ağlar Rütün arakarın Tühümen ağlar abihigi Yürek bin Deberi dukarı sağa sirini çatı Suluha andarır Mintılarımda katır baranan ağlar Rütün arakarın Tühümen ağlara Yürekler bir tap dinler Suluslar misanlar dinler Sırnak sıcak külümden Külümürden سقلار بيرجع هيل هريجا بكان يرجع وعنده الدكا وتاقي خرا تيم أتاقي قلبي تاخم والعتيم مشكلة مني وطور قبلنا اللي جرى كيم نار توتوجا إرنا صلاري نردا دان صلاري دردان تيدا رنتين تهجع دينا مع بندير أنا بكرة حبستي سقاطة كيف تغير صح قيدا بيصال مستستوي Spit kudaka du gör miska Distit kab kisik du sta Du muga sok du gara Hakke hibar inne bare din samlare Kan kuras kuhaka du tarja Kagulu katura Ragar wat kura Nara labiri tuga Ana tawat suga Idika nabiga Hidaya kinaat Ana labiri tuga Sana tawat suga Idika nabiga Hidaya kinaat Katura Ragar wat kura Yüreğer ot gürel What gürel Heads up What What gürenden küskünü gerine gel Heads up! Duymada! Tulu yerdeni tumnamen Tula bindilina notamen Tudu gratina Kalabin tokay bapen Kala yakama yaksana bar Kala riküde aktabara Kala tesirde Kalaga
Yüreğim sübetini istenmeyin ki istelegi kişiyen ki istenmeyin halı öngörden ki gülümün hatta tılvatı garuma yargı belenmin hatanan bu kudattan ittagin bobatı otaskan ki hikin akali dillakin olu hinere biligin hatin naki bu titi binarı gidegin akal sakalar gamahtı Sırdık kim nakiti hatila hürem beri tuhari kartina kaya bari mugura hoderi kuyar dengin kara ilik bin bil ilik bin edi ilik bin baya mugura so Tulyar deli tumnamen tulabin tulinan osamay tukunatina kalabin tokai papel kelaya komaya sana var kelari kütök tabara kelaya sırda kalaga Tedakatang doitina askatün Bayana kapsinan olukuvalar butkihili yamalıydı gulara Bileylik kimilitiden Bu idilerine patiler oluhi Arabirede sürahtı bugünden dürsaka küsta Mekörden hürağın erben takini utarını minerdi kütüm Erdi kütüm Helatelini mandanina Kaya bari mugura sohderi Kuya degin kara elik bin Bile elik bin neydi elik bin Baya mugura ho Tulu yerdeni tunamın, tula bindilina notamın, tugunantina kalabın. Komuner sana mı? Tulu yerdeni tunamın, tula bindilina notamın, tugunantina kalabın dokayın. Kelaya komuner sana mı? Keler yeküde ahtabara, kerete sırda karagamak güz papel. Сахара Республикаты, передачи Спартакиадата, Спасибо, Джиди. Ну а мы хотим напомнить, что в финальной части спартакиады учащихся по всем 5 видам спорта будет разыгрываться 90 комплектов медалей в личном зачете и 15 кубков в командном зачете. Приходите на спортивные объекты, болейте за юных спортсменов. Ну и, конечно же, следите за прямыми трансляциями по волейболу, которые стартуют завтра с 10 утра на телеканалах НВК «Саха», «Току» и «Мамонт». Ну а мы хотим еще раз напомнить составы групп. Победители будут определены по 4 группам. В первой группе у нас Алданский район, Вилюйский, Ленский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Намский, Юрбинский, Нерингринский, Сунтарский, Хангаласский районы и команда городского округа город Якутск. Но по предварительным данным, по данным этой турнирной таблицы, команда города Якутска пока находится в лидирующих позициях. И на втором у нас Мегино-Кангаласский и на третьем Намский районы. Вторая группа — это 8 команд. Амгинский улус, Верхневилюйский, Горный, поселок Жатай, Алекминский, Татинский, Усть-Алданский и Чурапчинский улусы. Третья группа — Булунский, Верхоянский, Кобяйский, Аймеконский, Среднеколымский, Тампонский, Усть-Майский и Устьянский улусы. И четвертая группа спортсменов спартакиады — это Абыйский улус, Алайховский, Анабарский, Верхнеколымский, Момский, Жиганский, Нижнеколымский, Оленёкский, Эвено-Бытантайский. 9 команд в четвертой группе. И всего участников, как мы уже говорили, 1029. Финальная часть спартакиады «Спортивные якутяне» уже стала знаковым событием для учащихся республики, подчеркивая важность спорта в жизни молодого поколения. И мы приглашаем всех телезрителей поддержать наших юных атлетов. На этом мы завершаем нашу прямую трансляцию со стадиона Туймада, где только что завершилась церемония открытия спартакиады школьников «Спортивные якутяне». С вами был Михаил Сергеев и Ларина Сукуева. Всего доброго. До свидания.